Запись. Здравствуйте, уважаемые слушатели нашего вебинара. Речь сегодня у нас пойдет об использовании аграрных информационных ресурсов в деятельности библиотек. Представлюсь, зовут меня Павлова Ирина Витальевна, я заведующая отделом технической и сельскохозяйственной литературы Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Как я уже сказала, на слайде на нашем титульном видно об использовании аграрных ресурсов в библиотеках, в деятельности библиотек мы сегодня будем с вами говорить. Почему именно об использовании, а не самих ресурсах? Почему так я взяла? Именно потому, что ядро информационных ресурсов отраслевых, в частности по сельскому хозяйству, каждая библиотека формирует самостоятельно, ввиду того, что сейчас библиотеки разобщены, отсутствует какой-то единый ресурсный центр для библиотек, и библиотеки вынуждены действовать самостоятельно, подбирать электронные ресурсы в зависимости от своих возможностей и, соответственно, запросов пользователей. Я расскажу о нашем опыте, о том, какими ресурсами мы пользуемся и как встраиваем их в нашу библиотечную и библиографическую работу. Об опыте, который складывался, в общем, из нашей практической деятельности и, естественно, от потребностей наших пользователей. Надеюсь, что слушатели почерпнут для себя какую-то пользу, может быть, возьмут для использования какие-то наши наработки, а библиотекари Удмуртской Республики поймут, какую практическую помощь наш отдел библиотека в целом могут оказать им в направлении этой деятельности по сельскому хозяйству, в использовании ресурсов по сельскому хозяйству. Так, переходим к плану нашего вебинара, чтобы было понятно. Очень коротко поговорим о сетевых удаленных ресурсах по сельскому хозяйству. Во втором блоке более подробно я расскажу о нашем основном ресурсе, нашей базе данных по сельскому хозяйству, формируемой на базе нашего отдела. Затем расскажу об использовании ресурсов, о нашей работе и о социальных сетях как в виде информационного ресурса. Именно так сейчас уже трактуется востребованность в социальных сетях. Итак, еще раз вернемся. В плане вы видите, что речь идет в основном будет идти о электронных ресурсах, но тем не менее мы не сбрасываем со счетов и наши печатные источники, собственно, и все то, из чего и формировались библиотеки. Поэтому обратимся к следующему слайду, который дает нам некую иерархию информационных ресурсов. Как видим из слайда, информационные ресурсы по сельскому хозяйству составляют две основные группы источников. Это печатные издания и источники в электронной форме. Печатные издания, если просто, то это книги и периодические издания в печатном виде. А источники в электронной форме – это прежде всего, наверное, базы и банки данных, это электронные книги и электронные периодические издания. В общем, взята эта схемка из открытых источников в интернете, но я думаю, что она имеет место быть, ее можно как-то укрупнять, как-то расширять, может быть, сокращать, но тем не менее общее представление она нам дает. Итак, коротенько о том, какие ресурсы мы используем в нашей работе. Но прежде всего это сайты, какие-то порталы библиотек электронных, как физических, существующих физических библиотеках и сетевые. В первую очередь основной сайт для нас, если говорить о сельскохозяйственных ресурсах, это сайт Центральной научной сельскохозяйственной библиотеки. Эта библиотека, наверное, библиотекари знают уже, что это одна из крупнейших сельскохозяйственных библиотек в мире, и в России она выполняет функцию отраслевой национальной библиотеки по сельскому хозяйству и продовольствию. Даже в бесплатном доступе определенные ресурсы она предлагает. В левом столбце можно с ними ознакомиться и использовать в работе.
Сайт Национальной электронной библиотеки – это федеральный проект, здесь участвуют несколько библиотек. Вернее, создавался этот сайт на основе фондов РГБ и Российской национальной библиотеки. Сейчас подключены уже многие другие библиотеки. Поиск простой. В общем, вот так выглядит главная страница этой национальной электронной библиотеки. Известная в кругах библиотечных и в кругах, допустим, учащихся и преподавателей, это научная электронная библиотека и library. Здесь долго рассказывать не буду, она очень удобная в использовании, как для профессионалов, так и для тех, кто помещает туда свои источники. В общем, я знаю, что библиотекари пользуются и довольно успешно и широко используют материалы этого сайта. Библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки. Для нас это ресурс лицензионный, что дает нам возможность скачивать те же самые диссертации для наших пользователей. Таким образом, в общем, тоже пользователи к нам обращаются, и студенты, и преподаватели. Используем этот ресурс также в нашей работе. Может быть, менее известен, но тем не менее, сайт Федерального института промышленной собственности. Здесь он позволяет, если к нему обращаемся, это главная страница тоже, позволяет искать информацию об изобретениях, полезных моделях, промышленных образцах, товарных знаках, ну и многое другую информацию, связанную с патентами и так далее. Сайт Федерального института промышленной собственности. Может быть, более подробно коснусь сайта, может быть, не такого известного, но тем не менее мы его тоже используем в работе. Это сайт продовольственной сельскохозяйственной организации Объединенных Наций, так называемый ФАО. Вот этот центральный слайд главной страницы, главная, вернее, страница сайта. И на злобу дня есть такой основной теперь раздел, выделен красным. Работаете или учитесь из дома, ФАО может многим поделиться. Если мы в него войдем, там есть достаточно длинный список того, что предлагает эта организация для своих пользователей. Надо сказать, что круг предложений достаточно широк. Вот здесь на этом слайде обведена у меня как один из онлайн-ресурсов, который предлагает войти в хранилище документов ФАО, который содержит почти 100 тысяч документов. И в связи с принятой ФАО политикой доступности документов, все документы в этом хранилище бесплатны и доступны для скачивания. Все дается, конечно, через призму ФАО, но тем не менее и полнотекстовые документы можно тоже в этом хранилище отыскать. Поиск ведется простой и расширенный. В принципе, одинаковый поиск, как и в электронных библиотеках других. Ну, если мы спустимся чуть ниже по этому списку, мы можем обнаружить, что здесь предлагаются для онлайн-образования, для онлайн-использования и подкасты, и более 300 электронных обучающих курсов. И даже дается серия рабочих тетрадей ФАО, которые достаточно такие удобные, цветные, в формате PDF они даются, можно пользоваться ими прямо с экрана, либо можно скачивать. Также есть информация для детей, то есть можно с детьми заниматься, использовать ресурсы ФАО из серии рабочие тетради, даже для детей 10-13 лет. Ну, темы разные, тут включая изменение климата, здоровое питание, какие-то продовольственные вопросы, ну и сельскохозяйственная тематика, естественно, присутствует и в этих рабочих тетрадях также. В качестве новостного ресурса используем сайт Полпред, обзор СМИ, достаточно подробный сайт, детальный, поэтому пользоваться им удобно. Можно выбирать отрасль, вы видите, из отдела 2, например, выбираем агропром, можно ознакомиться с состоянием этой отрасли в различных странах, в России в том числе. Ресурс, еще раз повторяю, достаточно удобный, информация меняется, новости меняются ежедневно. Ну и для
новостей используем, не забываем, порталы Министерства сельского хозяйства России и Министерства сельского хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики. Это не только новостные для нас порталы, здесь мы можем найти официальную информацию об официальных документах, подчеркнуть какую-то аналитическую информацию, какие-то статистические данные в том числе. Ну и плавно переходим к ресурсам Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Для этого обратимся к нашему сайту. Вот это главная страница нашего сайта, нашей библиотеки. Через раздел «Ресурсы» красным овалом тут помечено. Переходим в электронные каталоги и базы данных и попадаем вот на такую страницу. В электронные каталоги и базы данных. Электронный каталог — это тоже ресурс, который может пригодиться для поиска сельскохозяйственных изданий на сельскохозяйственную тему, но мы рассмотрим базы данных ресурса интернета. Нажимая эту кнопочку, в левом столбце выходит название всех баз данных, которые готовятся на базе отдела технической сельскохозяйственной литературы. Выбираем устойчивое развитие сельского хозяйства и можем кратенькую справочку об этом ресурсе почерпнуть. Это аналитическая база данных, ведется она с 2010 года, и основу ее составляют полнотекстовые издания из периодических источников. Ну, доступ через сеть интернет доступно, база данных в свободном доступе находится, через сайт можно в нее попасть. На основе этой базы данных ведется сервис, организован сервис нашей библиотеки новостных рассылок. Нижний кружочек, он как раз показывает прямую ссылку, через которую можно в этот сервис попасть и также воспользоваться его предложениями. Кроме того, можно напрямую попасть на этот сервис, если обратиться к нему с главной страницы. Вот кружочком помечено верхний правый угол, новостные рассылки, и заходим на страницу новостных рассылок. Здесь в левой стороне перечислены все новостные рассылки, которые делает библиотека. Нас интересует устойчивое развитие сельского хозяйства, ресурсы интернета. И в правом столбце сразу видно, как элементарно можно подписаться на эту рассылку. Достаточно имени, электронного адреса пользователя. Галочки оставляем только напротив той рассылки, которая нас интересует, и кнопочка «Подписаться». Ну, в общем-то, вы видите, что на слайде, если у меня еще галочка стоит «Новости для библиотек», я достаточно настоятельно бы рекомендовала использовать эту рассылку для специалистов библиотечных. Готовят тоже это наши библиографы, и достаточно интересную информацию можно там встретить для своей работы. Я тоже использую этот ресурс для своей работы. Ну, а вот так выглядит та новостная рассылка по сельскому хозяйству, которую пользователь получает на адрес своей электронной почты. Я не сделала здесь слайд о выпусках, всех выпусках этих наших рассылок, но вот много видно здесь, что все выпуски помещены в архиве, и можно к каждому выпуску обратиться и просмотреть, что в каждом выставке по темам, по рубрикам, касающихся разделов отраслей сельского хозяйства, есть в библиотеке. Ну, еще раз, значит, вот так выглядит рассылка. Вы видите, что список маркированный, цветные маркеры говорят о разном способе доступа к документу. Зеленый маркер дает прямую ссылку на документ, им можно воспользоваться полным текстом сразу же, как говорится, немедленно через интернет. Желтый маркер говорит о том, что для того, чтобы воспользоваться текстом, прочитать этот документ, необходимо сделать это в стенах Национальной библиотеки с компьютеров, с наших. Ну а красный маркер направляет нас к ресурсу электронной доставки документов из базы данных Марс. Это уже ресурс, это платная доставка, платный ресурс для пользователя. Красный маркер означает это.
Ну, в общем-то, говоря об этой базе данных, об этой новостной рассылке, о сервисе новостной рассылки, понятно, что, еще раз повторюсь, что этот сервис бесплатный. Любой пользователь, любой специалист библиотечный может подписаться на эту рассылку, получать ее, использовать в работе, а также рекомендовать для своих пользователей. Пожалуйста, пользуйтесь. Очень удобный ресурс и достаточно разнообразная информация по разным отраслям сельского хозяйства здесь есть. Ну и плавно переходим к третьему пункту нашего вебинара о том, как мы используем информационные ресурсы в нашей деятельности, в деятельности отдела технической и сельскохозяйственной литературы. Я очень упростила, в общем, группировку этой информации, просто используем групповые способы работы с группами, с информационными ресурсами и индивидуальная работа. Раз уж мы заговорили о группе пользователей, а чуть раньше я буквально проговорила вам текст консультаций, которые можно использовать для индивидуальной работы с нашим ресурсом, база данных, ресурсы интернет, устойчивое развитие сельского хозяйства, либо использовать для индивидуальной консультации, либо для группы пользователей, если вы ведете какое-то обучение по нашему ресурсу. Именно так же поступаем и мы. Надо сказать, что обучающие семинары по пользованию ресурсами мы проводим достаточно часто. Кроме того, это и групповые консультации, и часы информации. До 30 таких мероприятий мы проводим. Это такая чисто, может быть, даже библиографическая работа. Знакомим с ресурсами, которыми можно воспользоваться на базе нашего отдела. И о сетевых удаленных ресурсах, которыми могут воспользоваться наши пользователи. Ну, не исключаем такие классические способы донесения информации о наших ресурсах, как дни специалиста и дни информации. Здесь участвуют у нас в основном учащиеся высших учебных заведений, преподаватели и среднеспециальных учебных заведений также. Экскурсии по отделу в отдельной строчке у меня вынесено. Как правило, экскурсия проводится по всему филиалу у нас на 30 лет Победы 14. Внутри находится 4 отдела, и экскурсия проходит сразу по всем отделам. В рамках экскурсии мы рассказываем не только об отделе, но и в том числе о ресурсах, формированием которых мы занимаемся и которые предлагаем для наших пользователей. Ну и, конечно, большой массив работы мы по информационным ресурсам мы используем при проведении массовых мероприятий. Это, конечно, и локальные выставки, информацию мы ищем самостоятельно для себя и делаем какие-то распечатки для наших выставок. Выставки, просмотры – это крупные мероприятия, на которых участвуют различные специалисты в зависимости от темы этого мероприятия. Это дискуссионная площадка, есть у нас такая форма. Круглые столы. В прошлом году мы проводили 2 круглых стола. Это были круглые столы по отходам и круглые столы по почвам, по состоянию почв. Здесь тоже, естественно, мы пиарим, можно сказать, свои ресурсы, обязательно рассказываем о том, что у нас есть. И в выставке, просмотры тоже мы о ресурсах рассказываем, о своих электронных ресурсах и выставляем печатный источник, естественно, на любых выставках. Ну и, наверное, более подробно стоит сказать о проекте, который задуман был нами в прошлом году. И уже, по-моему, 3 модуля мы провели. Это такой модульный информационный проект «Агрокультура». Он был задуман с целью информационной поддержки, подготовки будущих специалистов в сельскохозяйственной отрасли. Ну и первый модуль был проведен, работа первого модуля состоялась 24 октября прошлого года. Гостями первого модуля стали учащиеся сетевой старшей школы Академпарк и школы кадетского движения Ижевска, проходящие профильное обучение в рамках проекта победителя президентского гранта «Фермеры будущего. Перезагрузка». Руководитель проекта, кандидат биологических наук Еговкина Ольга Владимировна.
Учащиеся приходили на базу нашего отдела. Здесь проводился и мастер-класс, и была организована выставка по теме их семинара, вернее их мастер-класса. И, соответственно, мы представляли и электронные ресурсы. Надо сказать, что достаточно заинтересован был и преподаватель в том, чтобы рассказать об этих электронных ресурсах. И дети достаточно нормально, хорошо воспринимали эту информацию и получили, кроме того, памятные буклеты, на которых информация коротенько тоже содержалась. Кроме того, и наши контактные данные. Через месяц, в ноябре, в рамках этого информационного проекта была проведена нами организованная информационно-дискуссионная площадка «Фермерство. Вектор развития». Здесь участниками у нас уже были студенты второго курса Ижевской государственной сельхозакадемии, студенты, получающие обучение в области агрохимии, агрономии, агроэкологии, агропочвоведения. В общем, достаточно широк был круг приглашенных на этот проект. Это, в общем, и модератором встречи и участником был активист неформального общественного движения, довольно известный в Ижевске «Зеленый паровоз» Николай Сергеевич Жиханов. Кроме того, присутствовал главный специалист проекта образовательного центра АО «Управление Министерства природы Удмуртской Республики». Елена Викторовна Шутова, специалист отдела развития сельских территорий и кадрового потенциала агропромышленного комплекса Министерства, подробно рассказала о грантах на развитие сельского и крестьянского фермерского хозяйства, которые могут получить молодые предприниматели. Был у нас такой небольшой и блок научный, что ли, на нем выступали преподаватели Ижевской государственной сельскохозяйственной академии и студенты. И был студент, который провел некоторое время, по-моему, месяц он за границей у фермера провел, показывал нам фотографии, достаточно интересно, так живо рассказывал об этом. В общем, достаточно интересную информацию нам представил. Ну и, наверное, гвоздем программы был живой фермер, что называется, глава крестьянского фермерского хозяйства Иван Анатольевич Пономарев. С ним нам, надо сказать, очень повезло. Это такой достаточно интересный человек, умеющий говорить и достаточно занятно рассказывал о своей деятельности. В общем, эта площадка достаточно так живо у нас прошла, люди остались и после мероприятия обсуждали, как-то знакомились. В общем, мы достаточно довольны этой своей работой. Ну и главное, потому что наши пользователи, наши участники также были довольны тем, что той информацией, которую они получили. Естественно, на этой площадке мы говорили и о своих информационных ресурсах. Это было сделано через презентацию, и представлены наши информационные ресурсы были именно так. Кроме того, все участники получили буклет также с перечислением этих ресурсов, с нашими возможностями, с предложением услуг, которые мы можем для них оказать именно в разрезе фермерской темы. Ну и в феврале мы успели провести третий блок, снова участвовали здесь учащиеся сетевой старшей школы, другая была у них тема, мы организовывали выставку по их семинару, тренингу, это уже был семинар-тренинг дисперсной системы в сельском хозяйстве. Ну и, естественно, были представлены, здесь мы уже говорили об электронном каталоге для этих же школьников, уже о другом информационном ресурсе, об электронном каталоге Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Ну вот как-то, конечно, это не вся работа, которая предполагает использование информационных ресурсов, не все, вернее, формы мероприятий, которые мы используем. Ну вот основное это выглядит примерно так. Если говорить об индивидуальных формах работы с информационными ресурсами, то это прежде всего работа с абонентами ИРИ, то есть с темами запросов. Также используем и сигнальное информирование для абонентов, обслуживающихся в режиме индивидуального распространения информации.
Кроме того, используем ресурсы и для формирования письменных справок для пользователей. Такая форма услуги у нас тоже существует. При оформлении локальных выставок и выставок просмотров, естественно, мы используем и материалы, иногда это в печатной форме материалы на выставках, и для составления этих выставок, для проведения. Кроме того, составляем рекомендательные тематические буклеты для участников и посетителей выставок, о которых я сказала уже выше. Соответственно, смотрим соответственной теме, помещаем туда информацию, и в зависимости от запросов наших пользователей. Ну, естественно, выполнение устных справок в пределах отдела, никак этого не избежать. Информационные ресурсы однозначно мы используем, все доступные, которые могут помочь выполнению определенной справки, определенного запроса пользователя. Ну и, конечно, индивидуальные консультации мы проводим для пользователей как по внешним ресурсам, так и по ресурсам Национальной библиотеки Удмуртской Республики. То есть прямо на месте человека консультируем о том, как пользоваться тем или иным ресурсом, если такая потребность возникает. Ну и замечательная следующая тема — социальные сети. Сейчас уже говорится много о социальных сетях, и мы, конечно, все с вами знаем, что большая часть населения не только ими пользуется, но практически живет в социальных сетях. И, конечно, библиотеки начинают присутствовать в этих каналах, и это необходимо, это требование времени. И, конечно, хотелось бы их использовать, что называется, в своих интересах. Хотела я высказать некоторые мысли по поводу, как это сделать с аграрными информационными ресурсами. Может быть, даже и, наверное, скажу. Мы, к сожалению, не ведем, например, отдельную группу или отдельную страницу в наших социальных сетях по аграрным ресурсам, по сельскохозяйственной тематике. Но, тем не менее, в зависимости от потребностей какой-то библиотеки, каким-то образом себя продвигать, пиарить именно для пользователей ресурсов сельскохозяйственной тематики, можно такую группу сделать, например, сделать группу в ВКонтакте, либо в Инстаграме можно сделать. Определенные материалы по теме выставлять. И, конечно, нужно продвигать. Продвигаться в социальных сетях библиотекам достаточно сложно, потому что в основном это платные формы продвижения. Но есть и бесплатные формы продвижения, которые также мы можем использовать. Здесь нужно, конечно, смотреть, думать, соответственно, ситуации, как продвигать то, что мы создаем в социальных сетях. Ну и сейчас, может быть, как ремарочку ставлю, что от контента люди очень устали, от написанной информации. Сейчас не очень читается, например, посты в том же Инстаграме. Люди в основном, что называется, залипают на сторис, поэтому и сторис тоже можно достаточно хорошо, достаточно удобно использовать в нашей работе. Там можно помещать и видео, какую-то короткую информацию, потому что сторисы, они сохраняются в течение суток. Зато сейчас появилась новая форма. Прямой эфир раньше тоже сохранялся лишь 24 часа, а теперь этот прямой эфир можно вставить и в пост, и в общем он сохраняется, если я точно помню, то достаточно долго, если не навсегда. То есть прямой эфир тоже можно использовать в нашей работе, в том числе по продвижению аграрных ресурсов библиотеки. Ну а висит у меня на слайде, вы видите, это фотография из, честно сказать, моего телефона. Вот такое методическое пособие для специалистов учреждений культуры сейчас создано. Это первое такое пособие выпущено именно для учреждений культуры. Вот я его скачала для себя, когда готовилась, к сожалению, не нашла, откуда скачано, но вот так оно выглядит, и в электронном виде 124 страницы можно прочитать, достаточно объемная информация дана в нем.
И вот сейчас открыть могу его только в своем телефоне. И коротенько сказать о той информации, о содержании, просто говоря. Значит, говорится о том, в общем, очень подробно в этом пособии говорится о том, как учреждениям культуры вести свои аккаунты в соцсетях, о том, как составлять стратегию работы в социальных сетях, а она, конечно, должна быть, должен быть контент-план для ведения социальной сети. Даются общие рекомендации по ведению страниц, групп, аккаунтов. Вот как раз о составлении плана публикаций, глава 3. Онлайн взаимодействие с аудиторией, отчет о проделанной работе и о продвижении мероприятий в рамках аккаунта тоже есть отдельная глава. Вот, к сожалению, сейчас ссылочку на скачивание дать я не могу, поэтому просто не знаю, где, не могла найти источник, откуда я скачала. Но тем не менее, этот ресурс сохранен у меня, вы можете написать конкретно мне, и я перешлю ссылочку на это издание. Пожалуйста, пользуйтесь. На мой взгляд, очень полезное методическое пособие для нас, для библиотекарей. А наши контактные данные на следующем слайде. Итак, отдел технической сельскохозяйственной литературы Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Руководитель здесь Павлова Ирина Витальевна, это я. И дается мой телефон. Это мой личный телефон, с которого я как раз могу прислать вам пособие. Есть мои контакты, меня можно найти через Viber, WhatsApp, через Telegram. И адрес, телефон и электронная почта нашего отдела также на ваших экранах. Ну и, наверное, вот так. Спасибо за внимание. Это все, что хотела сегодня вам рассказать.